Наступил новый день на календаре. Это среда, 16 октября 2024 года. И в 9 утра по башкирскому времени мы начинаем очередной выпуск «Аспектов республики» на любимом канале «Аспекты Башкортостан», с чем поздравляем всех присутствующих. А в нашем эфире сегодня присутствуют сразу два ведущих. Это Евгений Коноплин и Руслан Валиев. Доброе утро. Руслан, как выяснилось, знаешь, если перепевать старую пошлятину из 90-х, есть «я и ты», а всех, кто кроме, легко отвадить с помощью поста в Телеграме. Вот. Собственно, вот так хотелось мне начать. Это любопытно, даже расшифровки требует. Примерно начало понятно, а вот отвадить с помощью поста, как кого в данном случае, какого поста? Да, я имел в виду, что нас с тобой по большому счету осталось двое из всех, поэтому я думаю, что это вполне себе актуально. Собственно, вчера Руслан и вообще за этот год дал интервью, я не знаю сколько, но точно больше, чем Земфира и Моргенштерн вместе взяты. Вот, и вчера сказал о том, что в случае чего готов сам один тянуть эту баржу аспектов. Не слушайте его, дорогие друзья. Я в связи с нашим отъездом в Казахстан больше мне в целом, как сказать, не то чтобы заняться нечем, но это наш с ним вдвоем крест, поэтому никуда я от вас не денусь. Спасибо большое. На самом деле, все-таки я бы поправил. Дело в том, что и в Уфе, в Башкортостане, так или иначе, у нас остались люди, и я надеюсь, что они никуда не денутся. Более того, жизнь подсказывает, что есть тенденция к увеличению тех, кто сочувствует, во-первых, а во-вторых, готов сотрудничать. Так что, как говорится, есть еще порох в пороховницах. Поэтому, друзья, я напоминаю про лайки, я напоминаю про комментарии в YouTube-трансляции. И давайте бурно обсуждать все темы, которые мы сегодня с вами подготовили. Нам есть о чем поговорить, и не только о том давлении, которое оказывается на аспекты, не только о том, как мы на это реагируем. Я, кстати, возмущение вчера видел от парочки комментаторов на тему того, что, дескать, побольше про Марзаева надо говорить, а не про нас, любимых. Это, конечно, понять можно. Действительно, некоторым людям нужны исключительно новости и ничего кроме. Хотя, на мой взгляд, в общественно-политическом смысле давление на независимые СМИ – это, конечно же, само по себе событие, и это новость. Даже если вынести за скобки наши конкретные личности, да, в этом смысле. Тем более, что есть что добавить. Международная организация «Репортеры без границ» выразила сожаление тем, что происходит с аспектами, опубликовав соответствующий пост в своем официальном канале, ну, скажем, всемирного значения. Таким образом, наше имя вышло далеко за границы республики, страны и даже, я не знаю, европейского континента. И, заметьте, не нашими стараниями. Мы скромно сидели, свой примус подчиняли, как говорится, на территории, или там, неважно, не на территории уж, а по смыслу, да, по Башкортостану, но кое-кому захотелось сделать так, чтобы о нас заговорили все. Ну вот, пожалуйста. Так, собственно, давай перейдем к новостям. Давай к новостям. У меня есть новости такие попроще, чем у тебя, я думаю. А у меня новости школьные. Собственно, буфетчица подралась со школьницей в столовой за оплаты булочки. Это у нас вчера был прям хит-хитовый, потому что мне писали вчера много ребят, зная о том, что я из Башкортостана, таких ребят, которые здесь из какого-то такого комьюнити, собравшегося в Европе, мол, а что это у вас там в Башкортостане постоянно происходит, то какой-то наркоман дерется на крыше, то вот буфетчица из-за булочки дерется со школьницей. Собственно, новость такая не совсем понятная в контексте того, что мы досконально так и не знаем, что происходит. Вот, но есть факт, есть видео, которое разошлось по всем телеграм-каналам, такой странной потасовки, драки,
прокуратура, собственно, объявила, что даст оценку действиям обслуживающей школьную столовую компании. Вот. Также, естественно, разгорелась по этому поводу огромный такой хайп среди комментаторов вот сейчас я даже плюс-минус в Да, ты течение поясни, пару потому секунд что я саму новость как бы видел, но действительно мне не очень понятно, с чего началось. Из-за денег, а кто кому денег не дал, грубо Ну, говоря? понимаешь, есть как бы две истории. Одна говорит о том, что ужасные вот эти вот школьницы стерлитамакские постоянно посылают на 3, 5 и тому подобные буквы персонал, во что в целом можно поверить. И женщина не выдержала и решила, так сказать, навести порядок жесткой рукой. Вот. А с другой стороны, говорят о том, что это, собственно, сама женщина немножко не в порядке с головой, у нее что-то, потому что просто не прошла оплату, и девочка решила, как бы, ну, сказать, возмутиться тем, что вот оплата прошла, а булочку ей там не дали, грубо говоря, такой вот бытовой конфликт. Вот. И, собственно, из-за этого драка произошла. Тем не менее, интересно, что большинство комментаторов, я так понимаю, я вчера прочитал достаточно пабликов от Баш ДТП до Уфа-1, вот, что, собственно, люди встают на защиту вот этой вот продавщицы школьной столовой. И у нас, Следовало ожидать. собственно, это Мгм. да, что, ну, для меня это дикость, конечно, но сегодняшние детки любого из себя выведут. Это такая, в целом, лейтмотив этих комментариев. Вот. Собственно, все обвиняют сразу детей, с чем я, конечно, ну, согласиться никак не могу. О, боже мой, вот все забывают собственных себя любимых. Вот мне, например, да, с нынешних, с высоты лет, как говорится, на первый взгляд тоже кажется, ай-яй-яй, нынешние подростки вот такие какие-то не такие. Но если покопаться в воспоминаниях, а память у меня хорошая, то я вспоминаю даже себя любимого в какие-нибудь 13-14 лет, будучи ботаником и очкариком, умудрялся дразнить технический персонал, ну, может быть, на 3 буквы не называя и не посылая, но мы, мягко говоря, издевались над людьми, с ребятами. Но вот как это делают подростки, ну, я не знаю, бить не били, но я помню, что это как-то дразнили, заставляли беситься, ногами топать, тряпками бросаться. Зачем нам это было нужно? Ну, это вот тупое подростковое самоутверждение, с которым, к сожалению, ничего не сделаешь. Но потом меня, отличника учебы, еще раз ботаника, да, приглашали на ковер там к завучу, объясняли, что так делать не надо. И тогда, когда это делали правильно, с педагогической точки зрения, знаете, я задумывался и переставал это делать. А тогда, когда завуч была другая, которая ничего кроме крика не умела, разумеется, это только еще больше раззадоривало. В общем, просто надо себя помнить и смотреть в зеркало. Вот и все. Поэтому никакие нынешние подростки не другие. Более того, в школах еще Советского Союза, у меня есть родственники, там, старшие какие-то, у них было то же самое, если не хуже. Я помню истории, рассказы того, как хулиганы дрались с учителями, а не просто с продавщицами в буфете. Ну, в общем, блин, Ну, лицемеры. во-первых, надо сказать, что никакого слова пацана сейчас в российских школах и близко нету. То есть, ну, дети совершенно мягкие по сравнению с тем, что было. И, собственно, я вообще не понимаю, о каких современных ужасных детях идет речь. Меня это странно. Вот, дети Вот. сидят дома с гаджетами, на улице толком не гуляют, забыли о том, как вообще нужно там, я не знаю, драться. Не то чтобы я одобряю насилие, но я понимаю, что это неизбежный этап взросления, скажем так, особенно пацанской, скажем, аудитории. Пусть не всей даже. Но так или иначе, сейчас это все Да. равно в меньшинстве. Так, Ну и, прошу прощения. собственно, могу добавить только по поводу другой такой же истории. Я думаю, ты слышал про учительницу, которая орала на своих детей истошно. Ну, могу процитировать: «Сиди тут курица, смотрит на меня своими глазами, вы тупите просто невозможно». Вот. Опять же, естественно, весь Башкортостан встал на сторону учителя со словами: ну, в целом она права. Современные дети еще и тупые, по мнению комментаторов. Вот.
А тем временем Следственный комитет сообщил, что по результатам проверки действиям учительницы и должностных лиц будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение. Вот. А, собственно, в тот же день у нас вчера вышла новость о том, что, собственно, мальчик, предполагаемый, у которого мама вышла с таким обращением про эту преподавательницу, он сейчас отказался уйти ходить на уроки. Вот. Я так понимаю, что из-за проблем каких-то таких психологических с этой учительницей. Вот. А учительница, естественно, почему-то вместо того, чтобы извиниться, она упирается и говорит о том, что с ней это случилось впервые, что она потеряла контроль над собой и вообще на самом деле все вырвано из контекста. Ну, в общем, немножко некоторых наших чиновников Мгм. своих оправданий. Вот, все виноваты вокруг, кроме нее. Но вот, тем не менее, Следственный комитет, я думаю, порядок наведет. Хотя бы в этой ситуации, я думаю, шансы есть. Вот. Ладно, тут, конечно, можно еще рассуждать на тему того, куда катится образование, современная система образования, я имею в виду, но у нас, наверное, очередь других новостей, скажем так. Коммерсант башкортостанский сообщил, что мэр Стерлитамака Рустем Газизов претендует на кресло вице-премьера, которое освободится вот-вот из-под Алана Марзаева. Напомню, что это важное кресло. Этот вице-премьер отвечает за строительство, ЖКХ. И, соответственно, конкретно Марзаев, которого мы сегодня уже вспоминали, был задержан по подозрению в получении взятки и с тех пор находится под арестом в московском СИЗО. Ну, в общем, по Марзаеву пока новостей нет. Хабиров никак это дело не прокомментировал. Что касается Газизова, то это такой, знаете ли, истинный чиновник. Я его помню со времен должности заместителя мэра Уфимской, значит, городской агломерации. Более того, в качестве члена Совета по правам человека, я напомню, инициировал же я некую процедуру по пересмотру законодательства о митингах. Это было в виде доклада, но на Совете по правам человека. Хабиров тогда поручил по следам этого создать рабочую группу при Курултае Госсобрании. И в начале 2020 года, перед ковидом самым, группа эта собралась. И я там докладывал перед депутатами и членами этой группы о том, что нужно смягчить законодательство по митингам в Башкортостане. Разрешить без согласования собираться до 500 человек, по-моему, я сказал. Количество этих мест увеличить. Ну, в общем, там целый список. И это, надо сказать, довольно непростая, муторная работа. Так вот, в эту рабочую группу от Уфы делегировали Газизова, вице-мэра. И он сидел рядом со мной за этим столом большим. Понятно, мы никак не общались. Как-то искоса поглядывал на меня. А когда я выступил со своими предложениями, там, в общем, началось поочередное уничижение моих инициатив. На самом деле, не только моих, конечно же. Одним из тех, кто попытался развенчать осмысленность наших предложений, был Газизов. Я вот прямо сейчас не вспомню, к сожалению, нет видеозаписи, что именно он говорил, но помню, я стоял за трибуной, ухмылялся, глядя в потолок и делая вывод: ох, ну что ж вы за люди такие, да? Как говорил герой ворошиловского стрелка в исполнении Михаила Ульянова: да откуда же вы все беретесь, он говорил чиновнику, там, который не прислушивался к его жалобам. И вот у меня такая же мысль возникала в отношении вот этого и многих других товарищей с того мероприятия. Уж очень он вел себя соответствующим образом для всей этой властной комарильи. И соответствующим же образом он делает карьеру. То есть из вице-мэров Уфы он отправился в Стерлитамак главой администрации, хотя к этому городу отношения не имел, город не знал. И вот теперь, судя по всему, возглавит по всей республике сферу ЖКХ. Умеет человек говорить нужные слова в нужном месте, подмахивать тем, кому надо, и травить тех, кого следует травить по мнению его там начальства. В общем, ничего удивительного.
Ну, собственно, так как мы знаем, что некоторые чиновники периодически нас включают, я Рустему Газизову посоветую, имея опыт работы с Андреем Геннадьевичем Назаровым, одну вещь, пожалуйста, Рустем, посмотрите пару раз хотя бы трилогию «Крестный отец», потому что и раз уж вы на место Мырзаева становитесь, то это абсолютно необходимая вещь. Сицилийская мафия и вот эти все нотки этих фильмов, это обязательная абсолютно вещь. Ну да, если кто не Потому что помнит, найдите видеоклип, записанный во времена еще до премьер-министрские, когда Назарова коллектив его большой строительной империи, видимо, поздравил там с днем рождения, с юбилеем, и сняли клип в стиле Аль Капоне и «Крестного отца», всего вот этого. да? Так Но что это казалось любой оперативке какой-то или каких-то встреч. Не то москвичи приезжают, не то, я не знаю, там какая-то узбекская комиссия. Вообще совершенно неважно. Обязательно был такой вот тон. У меня на всю жизнь останется на это впечатление. И у всех, кто приезжал, что ты приезжаешь в Башкортостан, ожидаешь одного, какого-то культурного кода и каких-то там, не знаю, особенностей поведения, а видишь в итоге Палермо, Наполи, что-то такое, вот, в исполнении наших чиновников удивительное дело. Женя знает, что говорит, как человек, который работал на городском телеканале РБК, принадлежащем Андрею Назарову, он мог видеть и знать гораздо больше нюансов, чем знаю я или знают многие другие, кто отношения к этому не имел. Вообще, да, помню, что я устроился летом 22 года с полным пониманием, ну, после всех митингов этих военных, спасибо, во-первых, руководству телеканала, что вообще закрыли на это глаза, вот, а с другой стороны, помню, что шел с пониманием, что обязательно, видимо, придется уехать, а если придется уехать, надо поработать как можно больше новостником, чтобы, ну, так и Ох, здесь Женя, Женя, устроиться получше, ты, к собственно. сожалению, Не прерываешься прогадал. регулярно. Проверь соединение, очень Да, прошу. жаль, Мгм. это Тем жаль. временем Хаттабыч нам пишет, что Газизов при вступлении в должность мэра Стерлитамака потребовал увеличить зарплату свою втрое. Вот я не могу сейчас подтвердить или опровергнуть, но опять же очень похоже на правду, почему бы и нет. Не сомневаюсь. Тут Альберт спрашивает, почему Евгений пошел работать к Назарову. Ох, на скользкую дорожку вступили. Зачем ты пошел работать к Назарову, тем более в 22 году? Отвечай теперь за свои поступки. Ну да, ну да. Ну, я так скажу, работать на одну из структур Назарова, это не значит работать на него лично. Вот. РБК, в общем, экономический телеканал. Да, конечно, я его все-таки на сегодня отношу к одному из пропагандистских ресурсов, но оголтелым беспределом они не занимаются. Они рассказывают о надоях, опять же, абстрактных надоях, да, в бизнес-сфере. И, в общем, ну, не является это каким-то темным пятном в биографии, если человек занимался хоть какое-то время написанием Не, там текста Руслан, для этого. тут надо, знаешь, посмотреть на, как бы в целом, сетку наших телеканалов. То есть БСТ это, ну, понятно, а РБК в целом бизнесово и как-то по-деловому, и, по крайней мере, можно научиться, будучи новостником, какой-то подаче, но тоже, как бы, да, надои. А ЮТВ при всей прелести и уважении, это, конечно, ну, особенно новости, это, ну, как бы сказать, не уровень вот какого-то профессионализма, это скорее такой шалтай-болтай ютубовская. Вот. И вся Уфа, это место, где, в принципе, ну, не платят зарплату и вообще непонятно, как бедные люди выживают. Поэтому, ну, находясь в Уфе, если ты хочешь чему-то научиться, мне кажется, единственный способ действительно стать каким-то там относительно профессионалом, это, конечно, РБК, потому что я тебе раскрою тайну, раз в какой-то период, собственно, главный редактор там РБК, он пишет свою рецензию по поводу всех сюжетов, дает свою оценку, характеристику, то есть, как Мгм. бы, тот уровень, который делается и в Башкортостане, и где бы то ни было, это уровень, как бы сказать, они пытаются подойти к московскому РБК. Вот, Мгм. поэтому школа хорошая, ребят. Ну вот, да, тут важно понимать, если чему-то научиться за бесплатно, более того, за зарплату, то нужно какой-то вариант для себя выбирать. Вот, кстати,
Кстати, тот же Хаттабыч в самом начале нашего чата писал, о чем мы, наверное, тоже должны сегодня поговорить, о том, что Кировский райсуд, который сегодня должен был рассматривать дело Ольги Комлевой, активистки Уфимки, вновь принял решение о переносе на непонятный срок заседания по существу по делу Комлевой. И, мягко говоря, это удивительно. И я не знаю, правильно ли говорить возмутительно, но странно, как минимум, да? То есть, по-моему, это уже не первый раз, во-первых, происходит. При том, что Ольгу этапировали в Уфу заблаговременно, так сказать, должны были бы начать это дело. Также во всей этой истории возмутительным является тот факт, что уж неважно, когда начнется процесс, но процесс начнется в закрытом режиме. Вновь по надуманным основаниям судья решает, что зрителей и прессу на суд допускать будет нельзя. Уж какие там секреты они будут раскрывать, понятно, никаких на самом деле. Всем известно прекрасно, за что в кавычках будут судить Ольгу Комлеву: за участие в экстремистской организации Алексея Навального, в которой она де юре не участвовала, а всего лишь была волонтеркой, человеком, который сочувствовал. Сочувствовала она этой организации плюс-минус так же, как многие из нас. Да, она была, разумеется, активнее, чем там, я, собственно, да. Я, будучи журналистом, мягко говоря, не занимался агитацией ни за Навального, ни за ФБК. У нее было множество постов на этот счет. Но, в общем, человек ни в чем не виноват, это как минимум. В том, что человек занимался политической деятельностью, критиковал действующую власть, в этом винить ни ее, ни кого другого нельзя. И в современном цивилизованном мире этого, к счастью, не происходит. Но наше, к сожалению, государство на сегодняшний день к этому цивилизованному миру никак не относится. Жень. Ну, ты знаешь, я в комментариях у нашей любимой сиделицы Лилии Чанышевой прочитал один такой слезливый комментарий с картинкой, таким описанием экстремизма, то бишь приверженность крайним взглядам к использованию крайних мер, включая теракты и взятие заложников для достижения своих целей. И возмущение, мол, каких таких заложников брала Ольга Комлева. Ну, собственно, заседания не будет, как говорят, так как адвокат не был уведомлен. Поэтому ничего не понятно, кроме того, что да, заседание, очевидно, будет закрытым. Угу. Вот. Но у тебя есть, можно будет подойти, если есть под рукой имя, фамилия судьи, которая будет рассматривать дело Комлевой, надо бы называть. Вот я под рукой не вижу. У тебя есть? Нет, у меня фамилии нету. Единственное, что пока ты, может, ищешь, точно могу сказать, что, конечно, к зданию суда подойти можно, нужно, никого за это не расстреляет никто возле здания суда. Мне кажется, что это в целом, неплохо бы делать, показывая какую-то нашу, по крайней мере, увидеть каких-то единомышленников, как минимум. Да, у нас, по-моему, человек по 30 приходит. Конечно, конечно, это очень серьезно. Сколько было поддержки у Лилии Чанышевой, она всегда искренне благодарила всех пришедших. Удавалось им все-таки записать какие-то ролики, в том числе на нашем YouTube-канале выходили ролики эксклюзивные из зала суда. В общем, поэтому да, конечно же, друзья, следите вот за расписанием, как говорится, и по возможности посещайте такие мероприятия. Вот тут и тот же Хаттабыч просит рассказывать о судьбах политзаключенных. В общем, чем мы и заняты на данный момент. О том, что их много, мы все прекрасно знаем. Более того, не только рассказываем об их судьбах, но и участвуем, скажем так, в их судьбе. Обо всех нюансах и деталях некоторых вещей можно рассказывать не сразу, а когда придет время. Намекну я таким способом. Да, теперь ты, Женя, говори. Про политзаключенных Башкортостана в целом сложно говорить, просто потому что мы находимся на первом месте по их количеству, поэтому про каждого из больше 1000 человек в целом уделять внимание, конечно, не получается, но тем не менее тот же Баймак мы обсуждаем, по-моему, регулярно. Конечно, конечно. Как только возникают какие-то новости. Надо сказать, там тоже совершенно необъяснимые вещи происходят с точки зрения того, что переносятся суды, вроде к которым все готово на первый взгляд.
но заседания откладываются. И, кстати, там есть еще одна история, о которой мы не очень публично и активно говорим, потому что новостей не было, но, судя по всему, они вот-вот появятся. Я имею в виду дело о гибели Рифата Даутова. Помните, да, буквально в первые дни событий. Там было инициировано расследование о причинах его гибели. Там были палки в колеса этому расследованию. И там есть о чем еще поговорить, как минимум. Поэтому вот так вот осторожно проанонсирую, возможно, даже большой отдельный эфир, посвященный этой теме, возможно, в формате интервью. Так что следите за расписанием. Вот. Пишет нам Альберт об экологии в селе Дуслык Туймазинского района. Местная птицефабрика начала выбрасывать необработанный помет прямо на землю. В городе Туймазы просто появился отвратный запах и в самом Дуслыке. Такая распространенная история. Вот год за годом, то там, то здесь. Птицефабрики ведут себя примерно одинаково. Мне всегда было интересно, почему они могут себе позволить себя так вести. Уж не в коррупции ли дело, извините, да? То есть кто-то с кем-то договаривается и понимает, что у него есть возможность пойти легким путем наименьшего сопротивления. Ну, это плохо, но это часть той реальности, в которой живем. И, опять же, для того, чтобы такие вещи системно исправлять, а не точечно, нужно менять все вокруг, над чем, в общем-то, мы с вами и трудимся в данном случае. Ну, собственно, мой любимый депутат из партии ХЗ, Халык знает, естественно, об этом писал. В приемную партии поступает обращение от туймазинцев с жалобами на запах со стороны птицефабрики Черкизова в селе Дуслык. Собственно, вот то, что пришло нашему дорогому Тайфуну Курултаевичу, это сообщение о том, что город Туймазы и близлежащие села задыхаются от вони птичьего помета. Причина: в селе птицефабрика Черкизова вываливает птичий помет прямо на поле. От этого же ранее было нашествие мух по всему району. Хотя ведутся какие-то проверки и кто-то типа работает, вывоз этого помета все не прекращается. Сегодня вообще окна и двери закрываем, чтобы дышать свежим воздухом. Помогите! Вот, собственно, естественно, Тайфун Курултаевич ответил, сказал: Халык задыхается сколько можно, это проблема не одного дня, почему власти Туймазов молчат или колбасы в рот набрали. Вот, спасибо Тайфуну Курултаевичу, что есть такой сатирический человек. персонаж, я напомню, Да. прекрасный, замечательный. Вчера жаловался у себя в запрещенном Инстаграме, что что-то с активностью подписчиков. Друзья, зайдите в эту сеть и подпишитесь, полайкайте его посты, потому что, возможно, действительно какие-то проблемы, например, связанные с доступностью, да, с VPN в том числе, бывают перебои. Тот, который я рекомендую, за которым предлагаю обращаться, это хороший, работающий и, самое главное, бесплатный сервис по обходу всяческих глупых и совершенно бредовых блокировок российской власти. Поэтому пишите, в том числе можно через мой телеграм-канал обращаться лично. А ссылка на телеграм-канал есть в описании к этой трансляции. Вот. Борьба экологических активистов – это глаз вопиющего в пустыне после отмены общественных обсуждений, пишет Борис. И опять же, нельзя с ним не согласиться, безусловно. Так, ты хотел перейти к следующей новости, но давай все-таки я перейду. Наверное, мы можем перейти к видео, отрывку. Подожди, вот прежде чем перейти к видео, мы сделаем две вещи. Во-первых, я возьму новость и озвучу. Башкульт Наследие опубликовала проектную документацию для проведения работ по сохранению памятника Салавату Юлаеву. В документе, который опубликован, написано: утрачен декоративный медальон, украшающий 14-ю упряжь коня. Вот так вот даже. Какие детали. На плинте скульптуры, помимо утраты лакокрасочного покрытия, имеются расхождения швов и горизонтальные трещины на боковых гранях. В проекте отмечается несоосность отверстий узлов крепления элементов отливки и, как следствие, отсутствие части болтов. Часть болтовых соединений расслаблена, сообщают эксперты. Тут есть претензии также к состоянию самого кургана, на котором стоит памятник.
Наблюдается просадки ребер кургана и формирование оврагообразований от дождевых и талых вод. То есть, переводя на простой язык, я понимаю, что они делают вывод, что со временем памятник вообще может рухнуть из-за образования пустот в этом самом кургане. Также там происходит выветривание травяной поросли газона, разрушение клеящих слоев декоративного навала, камней и их разрушение. Нельзя ли попроще писать такие вещи? О, боже мой. Также смотровые террасы пострадали, выгиб и выпар подпорных стенок. На каком языке это выгиб и выпар? Вы понимаете, друзья? Вертикальные трещины в стенках, вот, окей. Отслоение декоративных отделочных элементов из камня, разрушение клеевых слоев крепления гранитных элементов ограждения. Боже мой, просадки дорожного полотна террас. На самом деле, конечно, не смешно, очень плохо, что с памятником такие неприятные вещи начали происходить. И вот они пишут: для восстановления несущей способности памятника предусмотрены работы по замене внутреннего металлического каркаса, который по результатам исследований находится в аварийном состоянии. Чугунная оболочка памятника при реставрационных работах сохраняется в первозданном виде. При этом также проектом предложено восстановление первоначальной формы и габаритов кургана. Изначально курган был уже по ширине и имел более острый угол наклона граней. Между гранями кургана и существующим гранитным парапетом ранее существовала ровная площадка. В основании склонов кургана первоначально располагался бордюр, параллельно существующему гранитному парапету. Кстати, вот на старых фотографиях 70-х годов, да, я всегда задавался вопросом, что изменилось? Люди стояли там на каком-то парапете, скажем, да, и фотографировались, и там еще даже надпись была: «Памятник Салавату Юлаеву, город Уфа», такой прописью нанесенной. В общем, также они тут обосновывают необходимость съема этого памятника, чтобы все это можно было починить. Но если верить на слово тому, что курган нужно пересоздавать на самом деле заново, видимо, то не снять, судя по всему, нельзя. Хотя есть точка зрения башнац-активистов в лице иностранного агента Руслана Габасова, что, дескать, если снимут, то обратно не вернут, потеряем его навсегда. Сейчас посмотрите, пожалуйста, фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений», где Дмитрий Колпаков пообщался на эту тему с журналистом Пруфов Рамилем Рахматовым. Они эту тему обсудили. А я пока попробую запустить голосование в нашем эфире, в нашей трансляции, где я вас спрошу на эту тему. А после, когда вы уже увидите это голосование, озвучу этот вопрос. Сейчас давайте послушаем фрагмент. Доработанный проект проведения работ по сохранению памятника Салавату Юлаеву в Уфе получено положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы. Проект документа для обсуждения уже находится на сайте Башкультнаследия. Я надеюсь, ты его уже видел. В рамках реставрации будет восстановлен утраченный элемент упряжки конной скульптуры. Это сердечник. Для восстановления несущей способности памятника будет заменен внутренний металлический каркас, который находится в аварийном состоянии. Также речь идет о кургане и смотровой площадке. На твой взгляд, все ли хорошо? Ты видел ли проект? Что тебя смущает? Меня сам проект нисколько не смущает, потому что действительно, наверное, какие-то работы нужно все-таки произвести. Я здесь не специалист, конечно, ни в скульптуре, ни в архитектуре, тем не менее, я почему готов поверить этим экспертизам? Потому что там же написано, что была сначала первая экспертиза, к ней были замечания, проект был доработан, и уже вторая, это, собственно говоря, идет экспертиза, которая сделана, и, соответственно, если это исключила, скажем, недостатки первого проекта, то, в принципе, я с технической стороны могу согласиться. Но, опять же, есть тревога, как в башкирском и вообще в целом в республиканском сегменте, что как делается у нас на самом деле происходит. Потому что мы знаем, что нынешняя команда, кого выбрала себе во враги, кого она взяла себе, скажем так, в свои кумиры. Какие образы, которые у нас есть. У нас есть образы, которые стоят на Советской площади, у нас есть образ, который стоит, скажем, на площадке перед телецентром над Белой, да? А у нас еще есть образы, которые у нас старательно вычеркиваются имени Ахмед Заки Валиди, да, допустим, что в Сибае, что чуть ли не в Тимясово и так далее уничтожается. Вот на днях я сам даже, по-моему, фотографию библиотеки, которая у нас в Почерке, Национальной библиотеки так и называется, имени Ахмед Заки Валиди, вдруг почему-то и пропала надпись
что она именно для Нет, тех давай так для справедливости скажем, что только на время ремонта, на самом деле. На нашем издании сказали, что это только на время ремонта. Они мне точно так же сказали, но на фасадной части я никакого ремонта не увидел. Собственно, прослушали отрывок. Я единственное могу поерничать и сказать спасибо Рамилю Рахматову, что не предложил переплавить памятник на нужды СВО. Напомню, ранее он в свое время предлагал нашим башкортостанцам вместо того, чтобы умирать от водки, ДТП и прочего, пойти и, так сказать, это моя вольная интерпретация, пойти умереть в окопе. Но, как выяснилось, даже такие кадры в СМИ не спасают от проблем, собственно, с нашим репрессивным аппаратом. А ты голосование провел? Я его запустил, оно идет. Очень простой вопрос, друзья, в чате. Верите ли вы в то, что памятник Салавату Юлаеву вернут на место? Разумеется, после демонтажа, после восстановления самого памятника и кургана под ним. Два варианта: да, нет. Вижу, вы активно голосуете. И вначале лидировал вариант «да», теперь стремительно выходит вперед «нет». Если вам интересно, лично я все-таки, несмотря на весь тот ужас, который мы наблюдаем, и несмотря на то, что у нас возможны совершенно любые безумные вещи, в этом смысле я все-таки склонен верить в то, что он вернется на место. Я не знаю. Вроде как они ведут себя в отношении памятника относительно цивилизованно, но предлагают какие-то конкретные вещи. И обоснование того, что памятник нужно снять, в данном случае мне кажутся логичными. Выше мы говорили, про курган. Я даже сам являюсь свидетелем того, что там изменилась форма этого кургана, по крайней мере, по фотографиям точно. И можно понять, что причинно-следственные связи присутствуют, по крайней мере. Да, всегда может вмешаться какое-то обстоятельство, политическое решение, даже если реставраторы действительно будут планировать возвращать, условно спустится приказ из Кремля, как вариант, может. По крайней мере, на сегодня что-то мне подсказывает, что все-таки вернут. Но это, мне кажется, не дошли еще до той стадии, когда они будут готовы отменять главное имя и главный узнаваемый бренд Башкортостана. Вы представляете себе, что если памятник не вернуть, то это надо хоккейный клуб переименовать, это надо много чего переименовать в республике. Опять же, если Кремль захочет, он это сделает и глазом не моргнет. Но вроде на сегодня не готов, нет? Или я ошибаюсь? Опять же, голосуйте, как считаете нужным. Поэтому здесь, в общем, каждый вправе делиться собственным ощущением, по крайней мере. Пока лично у меня все-таки оптимизма чуть больше. А ты что думаешь? Просто, знаешь, я помню с детства разговоры от старших, что памятник может нет-нет, да и рухнуть. И вообще, если все-таки бы этот вопрос запустили, и он таки рухнул бы, то это была бы такая типичная история из фильмов Быкова, Звягинцева и Балабанова, да, и в целом бы тоже никого ничего не удивило, но это был бы кошмар и ужас. То есть, мне кажется, что лучше тут, как говорится, перебздеть, чем недобздеть, поэтому, собственно, да. Пускай. Тут пишет Стобавовна, что в Сибае пропал бюст Ахмедзаки Валидову, и уже 4 года его нет. Да, конечно, я знаю, там вообще не только там. У нас есть несколько историй с бюстами и барельефами Ахмедзаки Валиди, которые снимают якобы для реставрации и не возвращают. Но, опять же, фигуры... Для нас-то с вами они схожие, да, но для Кремля имеют разное политическое значение, все-таки, на мой взгляд. Ахмедзаки Валиди, как решили в Кремле, пособник нацистов и человек в историческом смысле ближе к нам находился и находится. Он имел отношение к формированию первой и второй башкирских республик. В общем, а Салават Юлаев — это что-то такое из разряда легенд, былин. Нет, конечно, он реальный персонаж, но вы понимаете, о чем я говорю. Из какого-то далекого прошлого. И вроде как, по мнению Кремля, с ним можно повременить, либо даже перетерпеть. Это у меня такое ощущение. Я надеюсь, что в этом смысле я прав.
Надеюсь, потому что если действительно памятник уничтожат, ну, восстановить будет в том виде, в каком он создавался, в прекрасном виде, будет, конечно же, невозможно. Ну, Ну, а подождите, голосование... в школьной программе какой-нибудь Заки Валиди, ему, ну, я помню, там по культуре Башкортостана, по другим предметам, но это не фигура центральная уж точно, это фигура, которая, наоборот, лишний раз упоминать как-то, по-моему, не упоминалась, Не, да? ты, Жень, ты зря на школьную программу ссылаешься. Удивительно, что вообще в школьной программе в твои времена он еще был. Хотя, ну да, в твои-то времена он еще был. Сейчас, я думаю, его уже и нет в школьной программе. Да. Вот, А в мои Салават времена... Юлаев, это вот есть Орал Батыр и есть Салават Юлаев. Это, ну, это мифический Женя, персонаж, ну Салават опять Юлаев же, это исторический. не ссылайся на школьную программу. Школьная программа отражает, сам знаешь что, политику, а не реальную историю. Понимаю, да. Вот. Я говорю просто о том, что типа Салават Юлаев был, наоборот, какой-то центральной фигурой, вокруг которой весь этот предмет строился. Я думаю, до сих пор строится. И, конечно, ну, к нему отношение совершенно другое. Я не думаю, что Салават Юлаева кто-то будет ну, запрещать искренне. Мне, по крайней мере, сегодняшний день так кажется. Ну, хорошо, да, верим в это и подводим итоги голосования. Потрясающее голосование – это вот из того случая, из того разряда, когда действительно сложнейший вопрос и нет на него решения. 37 человек проголосовали, и у нас плясали результаты. То один вариант выходил вперед, то в другой. Ну, 51% говорят «да», вернется, и 49% говорят «нет». Это по итогу. Хотя в моменте было 53 не вернется и 47 за то, что вернется. В общем, голоса и мнения разделились. И я людей прекрасно понимаю, потому что у меня у самого в этом смысле идет как бы двоякое суждение. Просто какая-то здравая надежда склоняет меня к тому, что надо верить в то, что памятник все-таки вернется. Вот. Нам бы такие выборы, Руслан, знаешь, где 51 за и 49 против. Будут. Вот наступит новое будущее, мы будем выбирать новую власть, и, скорее всего, будут и первые, и вторые, и третьи туры, потому что невозможно будет понять, кто же победил. Обязательно это случится. Вот. А пока мы дальше двигаемся. Ну, если хотите хорошую новость, вот, пожалуйста. Иногда же нас критикуют, что вот почему вы только негатив ищете. Ради Хабиров анонсировал проект модернизации трамвайной инфраструктуры Уфы. Уж не нас ли он смотрит внимательно, где я буквально каждый день, каждое утро говорю, что надо развивать общественный транспорт, причем такой системный, магистральный транспорт, такой как трамвайная система, а не всякие там автобусы. Значит, 8,1 километров путей в южной части города они обещают обновить в этом году. Приступаем к проектированию, ну не в этом году, в 2025 году, конечно, да. В следующем году именно начать ремонт обещаем, говорит он. Вопрос начнем решать за счет средств города. При этом республика также поможет. Завершить работу планируем в 2027 году. Ну, скорее всего, он хочет все-таки действительно начать этот процесс, чтобы вот эти вот бэушные московские трамваи, ну, как-то более-менее без ущерба передвигались по системе. Если это и не решит в глобальном смысле транспортную проблему Уфы, конечно же, нет, не решит, то, по крайней мере, сохранит трамвайную систему. Здесь я, конечно же, всеми руками за и надеюсь, что у них в этом смысле что-то получится. Хоть иногда ну, что-то такое, знаете ли, действительно стоящее и важное для будущего они делают. Но могу поаплодировать, даже если это сдвинется дальше слов и начнется какое-то реальное дело. Нет, давайте так, хочется немножко в этом плане какой-то преемственности. У нас при Хамитове трамвайные пути в рамках масштабной реорганизации убирали. И, собственно, были... Не надо на Хамитова грешить, это было еще при Качкаеве. Ну, ой, при Рахимове, господи, Качкаев. Да. Ну и при Качкаеве, да. Интересный фигур. Ну, то есть тогда назывались, понятно, какие-то причины. Это устаревшая инфраструктура, я вот читал, да, то есть трамвайная сеть была тогда еще изношена, сейчас она еще более изношена. Там проблемы с движением транспорта, низкая рентабельность, переход к автобусам и троллейбусам. То есть там власти делали ставку на развитие автобусных, троллейбусных маршрутов. То есть, может быть, этот, там, не знаю, путь там, тебе не нравится или мне не нравится. Но это определенный путь, у которого могли бы быть успехи. А так у нас... Нет, мировой опыт подсказывает, что успеха у этого пути быть не могло, потому что все уже проходили давно.
как бы это очевидно. То есть нет таких автобусов, которые могут перевозить такое количество людей за такое количество времени. Как бы это вот, ну вот данность такая. Ты хоть трехэтажные автобусы запусти, что невозможно. Они не смогут иметь такую провозную способность за такую единицу времени. В общем, это уже пройденный этап. Вот тут про Варламова пишут, свободный человек, который нам аплодирует стоя со слезами на глазах почему-то. Но, знаете ли, я как соведущий урбанистической программы на Ихе «Здесь живут люди», в общем, абсолютно лоялен и проникся идеей, что в городах должны быть развитые системы рельсового общественного транспорта. И, в общем, выглядывая в окошко, выходя на улицу и бывая в соседних городах, я всякий раз убеждаюсь, что ничего лучше трамвая нет. Вот в Вене побывал, еще лучше, чем в Берлине увидел трамвайную систему и, мягко говоря, кайфанул от того, как это супер. Интервал даже не 10 минут, как здесь, а 5-7, как в метро. И подвижной состав еще более приятный глазу и на ощупь, уж извините. Просто кайф. И никому не мешает. И всегда есть сидячие места, потому что много. Это вот просто, знаете, уфимцу это невозможно представить. Я вот вспоминаю себя двухлетней давности, когда все это я теоретически только смотрел в YouTube-каналах того же Варламова. Невозможно этого представить, пока сам не ощутишь, насколько это прекрасно. Не нужна никакая личная автомашина, не нужны никакие такси. Ты всегда уверен в том, что ты доберешься без каких-то проблем. Ты занимаешься своими делами в пути, работаешь, отдыхаешь, в телефон втыкаешь, все, что хочешь. В общем, друзья, Уфа имеет, во-первых, на это право, она имела на это базу в свое время, если бы ее не похерили наши эффективные, в кавычках, менеджеры в виде там, Павла Качкаева. И я надеюсь, что в Уфе это еще будет, потому что география города однозначно к этому располагает. Вот. На днях случайно проехалась... Я сразу иллюстрацию сделаю от Стобабовны. На днях случайно проехалась по маршруту «Зеленая роща» ЖД вокзал. Тоже чуть не плакала от умиления и нахлынувших воспоминаний. Вагон был пустой, 3-4 пассажира. Но это маршрут известный, живописный в некотором роде. По Сунь-Яцена ходит, да? И там подвижной состав в виде КТМов 1993 года рождения. Ну, там разве что беруши нужно уже одевать. Но мило, согласен. Кстати, когда там ходили рижские вагоны, они хотя бы тише были. Помните, да, вот эти вот РВР, так называемые, красненькие, милые. Но они еще с 2009 года были выведены из эксплуатации, хотя вполне себе работали. Теперь ты. Ну, по крайней мере, я вот точно помню свои уфимские воспоминания от трамваев, и я думаю, что особенно молодым людям, когда они услышат слово «трамвай», мы сразу вспоминаем, что там 4 пассажира, из них 2 пенсионера и 2 наркомана, алкоголика, валяющихся. И как бы в целом, ну, я думаю, что у людей отношение к этому, ну, у нового поколения, так скажем, исключительно Да, я отрицательное. понимаю. Хотя еще в 2004 году я ездил на трамвае из Черниковки до Аграрного университета. Трамваи ходили как часы и были битком. И, в общем, это был прекрасный транспорт, которым лично я пользовался на протяжении минимум 3 лет. С конечной остановки Интернациональной я ездил на учебу в течение 40 минут, зато как часы. В общем, потом все уничтожили. Так. Нам нужно дальше идти. Очень важная новость, которую мы должны разобрать и прям детально. Тоже, наверное, из разряда позитивных новостей, если хотите. Telegram мессенджер перевели на башкирский язык. Но это сделали, разумеется, ну, скажем, энтузиасты, а не какие-нибудь люди за бюджетный счет. Теперь Telegram можно читать на башкирском языке в ежедневном режиме, сообщил нашему изданию «Аспекты» один из волонтеров проекта по переводу Telegram на башкирский язык Мансур Мавлютов. Данный проект стартовал 4 месяца назад, и вот он уже почти реализован. Давайте, собственно, послушаем его рассказ на эту тему, а вы пока пишите, что вы думаете по поводу вот этой конкретной инициативы по переводу Телеграма, ну и в принципе по поводу таких вот инициатив, которые помогают сохранять и развивать родные языки. Меня зовут Мансур, я один из волонтеров проекта по переводу Телеграма на башкирский язык. Данный проект начал не я, просто увидел где-то в интернете сообщение о такой вот инициативе.
Вообще, платформа переводов Telegram позволяет создать свой пакет любому желающему. Также любой желающий может сделать свои предложения по переводу отдельных фраз для любого языка. В разное время было несколько попыток перевести Telegram на башкирский язык, но все они останавливались на довольно ранних этапах. Что касается нашего пакета, то участие в его переводе принимали в общей сложности примерно человек 15. Проект исключительно волонтерский, так что кто-то приходил, кто-то уходил. В конкретный момент времени переводили обычно человек 3-5. Люди совершенно разные, от школьников до пенсионеров и из разных точек России и мира. Я как-то спрашивал людей, были, разумеется, те, кто из Башкортостана, кто-то из Москвы, Питер, кто-то вообще из-за границы. В общем, просто те, кому не безразлично сохранение и развитие башкирского языка. Полный пакет переводов содержит порядка 40 тысяч фраз. И опять же, так как это исключительно волонтерская активность, то для полного перевода нужно много времени. И в какой-то момент мы поняли, что даже если переводить, скажем, по 100 предложений в день, то на работу все равно уйдет больше года, и участники просто выгорят. Поэтому мы решили воспользоваться достижениями технологии. С помощью согласованного нами словаря для самых основных терминов мы смогли автоматизировать перевод фраз, так что стало возможным пользоваться Телеграмом на башкирском в каждодневном режиме. Зачем мы вообще все это делаем? Для меня это началось как забава. Потом стало интересно узнавать новые слова и выражения на башкирском языке. Причем новые даже для меня самого, носителя башкирского языка. В целом же хочется посодействовать сохранению и развитию языка в современных реалиях, чтобы у людей было больше мест, где они могут использовать родной язык. И, конечно же, чрезвычайно приятно, когда получаешь обратную связь от тех, кто использует наш перевод. Пусть даже эта обратная связь содержит критику. Опять же, это означает, что людям не все равно. Сейчас перевод почти всех фраз выполнен, и мы, по сути, работаем в режиме поддержки. То есть исправляем ошибки перевода, которые находим сами, или нам о них сообщают. Очень хотелось бы, конечно, чтобы башкирский стал официально поддерживаемым языком в Телеграме, но пока наши попытки достучаться до руководства мессенджера были безуспешными. Также недавно мы связались с Институтом изучения языка и литературы, попросили помощи с наиболее сложными фразами, и они согласились помочь. Где-то неделю назад отправили набор фраз, пока ждем ответа. Ну, а самая большая помощь, которую нам могут оказать люди, это, конечно же, в том, чтобы использовать наш перевод каждый день и давать нам обратную связь. Ну что ж, вот такое вот интересное начинание. Я думаю, вот найду время и протестирую, как это все выглядит и работает, пока не довелось. В общем, вы тоже, друзья, посмотрите, мне кажется, очень интересно. Вот у нас в Телеграм-канале новость вышла вчера в аспектах, там есть ссылка, по которой можно перейти и все это дело протестировать. Очень даже хорошее начинание. Вот. Вот, да, спрашивает у нас как раз свободный человек, как включить на башкирском языке Telegram. Знаете, я попрошу коллегу, который нам сейчас помогает, получится ли в чат отправить ссылку из вот этой новости на нашем сайте, чтобы на самом деле упростить задачу людям и не искать. Но если вот сейчас получится, хорошо, если нет, то заходите в наш телеграм-канал, найдите новость за вчерашний день об этом и, соответственно, ссылку найдете. Вот. Тут я увидел пост у бывшего члена СПЧ и нашего гостя когда-то Азамата Галина, который то ли слушает наш эфир, то ли что, но буквально несколько минут назад публикует некий отчет про памятник Салавату Юлаеву, о том, как он участвовал в составе рабочей группы по поводу его как раз спасения, еще будучи членом Совета по правам человека. И он пишет любопытную деталь в финише своего текста. Все это время я пытался убедить руководство привлечь к оценке состояния памятника и его ремонта изготовителя памятника, завод «Монумент скульптура» из Санкт-Петербурга. Из этого я делаю вывод, что изготовителя памятника не привлекли, что ли? Ну это же как бы как отче наш, это же очевидно. Наверное, на заводе есть шанс найти не только документацию о том,
он изготавливался. Ему даже живых свидетелей, ну, вряд ли, но вдруг. Почему это не пытаться делать, мягко говоря, если вы хотите действительно его спасти? Вот когда такие вещи слышишь, действительно начинаешь верить в нехорошие предсказания того, что действительно никто его спасать не собирается. Ну, как бы, разве нет? Или я ошибаюсь? Если ошибаюсь, напишите, друзья. Спасибо, коллеги, за помощь в отправлении ссылок в чат. Друзья, кто спрашивал, в чате трансляции ссылки есть. Собственно, могу в силу того, что на 6 минут отыграть еще одну новость. С одной стороны, прекрасная новость сейчас в России о том, что в цирках хотят запретить животных, несмотря на всю близость братьев Запашных к первым лицам, наконец-то какие-то потуги в этом плане делаются, потому что, естественно, это все ужас и кошмар, обычные бедные, обколотые, неизвестно чем, игролевые, избитые этими дрессировщиками. Ну, в общем, я думаю, что этому можно посвятить и не один час разговоров. И тем не менее у нас, собственно, вот проект зоопарка в парке лесоводов в Уфе разработает компания из Иваново. Вот. Тут много цифр, миллионы, 26 миллионов. Это, собственно, цена закупки. Второй участник предложил 24,5. Так, это все, конечно, очень интересно. Но по факту, да, тут в целом вся новость такая, она очень сухая, техническая, о том, что в соответствии с проектом должно быть построено здание зоопарка, административно-бытовое здание, склад, музей, лаборатория, кафе-ресторан, магазин, склад для отходов и другие объекты. Но если вспоминать мой какой-то опыт с парком лесоводов, помимо этих уставших от жизни полуспящих мишек прекрасных, я помню, например, бедную лисичку, которая просто сутками вот так вот наяривала по этой маленькой клетке круги, пока не устанет, не уснет. Понятно, что для ее активности, для ее какой-то жизнедеятельности эта клетка совершенно не подходила. И, в принципе, вот эти бесконечные люди, которые там бросают не пойми вафли, не пойми что в головы этих животных, это бесконечный стресс. Ничего хорошего в этом нет. Лично я бы при всей любви, опять же, к этим прекрасным мишкам, я бы как-то вот без зоопарков, особенно без таких. Вот такой, не совсем, может быть, популярный. Я открою секрет. Вчера эту новость мы обсуждали в утреннем эфире. Я примерно те же тезисы озвучил, что на самом деле как бы надо более гуманно относиться, и привел в пример вот те зоопарки, что мне удалось повидать здесь, в Германии, где огромные вольеры, и ты можешь животное даже не увидеть, потому что оно где-то отдыхает, где ему комфортно. Ну и как бы извините, вот такие условия. А у нас, как обычно делают, все, чтобы люди только его видели, этого зверя, а то, что ему там нужно уединиться, отдохнуть, об этом обычно не думают. Вот. Как сделают в Уфе, не знаю. Учтут ли какие-то современные требования? Это отдельный вопрос. Тему животных под завершение, наверное, мы продолжим. Как вы думаете, каким образом? Конечно же, квадроберов мы вспомним. Эту вот удивительную тенденцию последнего времени. Я бы даже не трогал, если бы государство свои грязные лапы не попыталось засунуть в эту тему. В кавычках прославленный музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов дал интервью на этот счет и сказал, что ситуация выходит из-под контроля, и надо ее, значит, взять под контроль, соответственно. А вот пруфы пишут, что жительница Белорецка увидела квадроберов, и теперь она в шоке, конечно же, да? Значит, опубликовала она пост об этом в социальных сетях. Женщина считает, что нужно принимать меры против этого веяния в подростковой культуре. Ее смущают некоторые родители, которые самостоятельно покупают костюмы животных своим детям и позволяют им так гулять. Когда я еще увидела, что у нас в Белорецке уже с ушками, хвостиком и ошейником ходят. Родители, вы в своем уме, вы свои бурные фантазии воплощаете в спальне. Зачем это покупать детям? И собственноручно детей подталкивать к деградации. Это уже не смешно, это серьезная проблема нашего поколения. Они еще с телефонами этими, как наркоманы стали, неуправляемые, и мы на это закрываем глаза. Сами покупаем эти наряды и одобряем это. Из нового поколения хотят сделать управляемый скот. Вы не понимаете это, пишет женщина.
Последняя фраза прекрасна. Я полностью согласен. Из нового поколения Да, действительно хотят делать сквот, это да. ну, в общем, это вот, опять же, перевернутая реальность, на мой взгляд, когда безобидные игры, которые никому вреда не причиняют, называют вот деградацией и путем в никуда. А когда какие-то, Просто слушайте, военно-милитаристские мероприятия проводят даже в детских садах, детей заставляют перебирать оружие, это, знаете ли, патриотизм, и это прекрасное начинание ради да. светлого Я понимаю, будущего. Руслан, понимаешь, это как бы, ну, тема, которую долго можно муссировать про там СВО, военный милитаризм и так далее, но как минимум, ну, мое детство, ты выходишь из дома, 5 человек пинают одного, потому что его спросили, есть ли у него деньги в левом кармане, он сказал нет, его потрясли и нашли. Вот это не квадроверы были как бы совсем, вот эта фраза, ты отвечаешь, ты не отвечаешь, вот ты О боже. проотвечался и начинает пинать, да? Вот, ну, как бы, это был не ужас, да, это было мужское воспитание классное. Ты думаешь, ну я пойду в Дэнди поиграю лучше дома в целом сегодня и завтра тоже. Ну, я не знаю, чему Ой. жаловаться. Я могу согласиться, что это, наверное, глупости какие-то, детские шалости, но я могу при этом точно быть уверенным, что это ненадолго, что это пройдет, это временные приколы, которые, еще раз, никому никакого вреда не причиняют. Лишь бы себе не причинили, там, оказавшись под колесами автомобиля, увлекшись, как говорится, вот этой вот игрой. Поэтому, в общем, опять же, народным избранникам и прочим охранителям стоило бы заняться своими все-таки прямыми обязанностями. Хотя, знаете, у них прямые обязанности сейчас какие? Принимать все новые и новые репрессивные законы. У них там нет нормальных обязанностей, поэтому, может быть, пусть занимаются херней, извините, да, комментируют квадроберов, там, комментируют еще какие-нибудь глупости, хотя бы меньше вреда причинят тем людям, кто прямо сейчас живут и будут жить, соответственно, в нашей Богом забытой и многострадальной стране. Ну а мы на этой отчасти оптимистичной, отчасти нет ноте будем заканчивать. Будем благодарить вас, друзья, за нашу приятную беседу, содержательную беседу в чате. Про лайки не забывайте, про поддержку канала в наши непростые времена не забывайте. Ссылки на Boosty, Donation Alerts в описании есть. Еще раз низкий поклон и искренняя благодарность тем, кто за последние пару дней пожертвовал в наш адрес какие-то средства. Это, конечно, глобально проблему не решает, но в любом случае дает понимание того, что мы эту работу делаем не зря. Ну что, Жень, все, заканчиваем, Ну, по закругляемся. крайней мере, нам пока донатить еще можно. Мы еще как Да, бы да, да, то есть не наступил тот... Точка отсечения Да. не пройдена. Я думаю, что это случится, но, может быть, не так быстро. Поэтому следите за анонсами. Мы в эфир вернемся очень скоро. Будьте здоровы, хорошего дня и пока.